У меня такой вопрос к вам. Вот в связи с банковской тайной. За последние несколько лет по раскрытию, когда по уголовным делам вы раскрываете банковские тайну, сколько вообще было уголовных дел и на какую сумму при вот этом раскрытии как-то взыскали в доход государства определенную сумму было? По терроризму, там у нас есть очень много, да? Говорим, раскрываем в связи с финансированием терроризма и так далее. Вот по уголовным делам или по финразведке есть какая-то информация, на какую сумму раскрыли какие-то серые схемы? Уважаемый Арбекон Дукенович, вопрос мне понятен. Единственное, я хочу сказать, что мы действуем по постановлениям суда. Мы на основании постановления раскрываем информацию, передаем, но нас, к сожалению, с результатами не знакомят, поэтому вот эту статистику, которую вы у меня спросили, у меня нет. Я почему этот вопрос задаю? Мне кажется, мы говорим о Кыргызстане как об островке демократии. В Казахстане видели, да, сколько миллиарды суммы они там прячут в каких-то странах, Узбекистан, Афганистан, Таджикистан. Может быть, мы все-таки, мне кажется, мы наносим ущерб намного больше от этих раскрытий, чем прибыли. Может быть, все-таки соседние деньги соседних стран придут к нам, и мы вот эту банковскую тайну усилим наоборот. Не будем кому-то раскрывать. И все пусть деньги соседей на нашу экономику работают. Может быть, вот это внести даже в Конституцию? Так, Акбекон Дукенович, давайте мы ваши предложения рассмотрим, внимательно проанализируем. С вами встретимся, переговорим на эту тему. Дело в том, что какая разница в Казахстане или кто там украл эти деньги. Пусть у нас хранят. На нашу экономику пусть работает. Ведь это же не десятки миллиардов долларов, десятки.